Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 2 апреля 2021 года. С вами снова Орти Аслан на канале Реалити. Сейчас по Берлину 19 часов 1 минута. По Джохару 20 часов 1 минута, соответственно. Рад всех приветствовать, господа и дамы. Так, 44 лайка у нас поставлено, и было только 13 людей, которые нажали кнопку уведомления перед началом нашего стрима. Как мы знаем, сбиваются эти уведомления, поэтому немножечко подождем сейчас, чтобы все собрались и пообщаемся. Далмова. Буквально пару минут. Так, хотел бы начать свой стрим с сообщения, экстренного сообщения по поводу депортации чеченцев. Да, бесспорно, здесь есть люди, которых следует депортировать. Есть люди, которые работают на российскую разведку, и их почему-то не депортируют. Почему-то те люди, которые работают на Россию, в принципе, мы знаем почему. Потому что у них здесь есть хорошие адвокаты, они знают, как защищать свои права и так далее. Но при всем при этом люди, и наша вина в этом тоже присутствует, что нас депортируют. Но нужно разбираться по каждому случаю отдельно. И ни в коем случае нельзя допустить высылку человеку, которому реально угрожает опасность. Мы знаем, что во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия людей массово казнят, убивают, инсценируют разные спецоперации, фабрикуют дела, сажают на большие сроки людей абсолютно невиновных, абсолютно. На этот раз исчез Нурмагомед Мамуев. В Чечне исчез депортированный из Германии. 2 апреля 2021 года об этом нам сообщает Мемориал, правозащитный центр. 32-летний Нурмагомед Мамуев, уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, уже 9 лет живет в Берлине. С женой Матой и 4 детьми от 4 до 9 лет. В Европе с 2009 года человек. То есть уже 12 лет человек находился здесь в Европе и не был в России и во временно оккупированной Ичкерии. 24 марта, то есть неделю назад, в час ночи, в час 35 ночи, сотрудники полиции, выломав дверь, ворвались в их квартиру и увезли Нурмагомеда, сообщила правозащитникам Мата, то есть супруга Нурмагомеда. Ему не позволили взять с собой никаких вещей, разрешили только обуться и надеть куртку. Утром Мата обратилась в полицейский участок в Берлине, но ей не сообщили, где находится Нурмагомед и почему его задержали. Когда Мата зашла в участок позже, сотрудники полиции забрали у нее документ мужа, Дульдунг, документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России. На каком основании его выслали на родину, не сказали.
В Москве Мамуева передали властям, так называемым властям, так называемой Россия передала так называемым властям Чеченской Республики. Поздно вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалыжах. Утром 26 марта за ним приехали люди в штатском. Они не представились, не предъявили никаких документов. Родственники Нурмагомеда то есть его отпустили и потом уже на второе утро забрали. Родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановское РОВД и сообщили о приезде этих людей. В отделе ответили, что они в курсе, что это сотрудники силовых структур и Мамуеву следует поехать с ними на беседу. Люди в штатском не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, но там им сказали, что Мамуева у них нет. С тех пор никаких сведений о местонахождении Нурмагомеда Мамуева родственники не имеют. Супруга пропавшего просит помочь ей найти его. С 1 апреля сотрудники немецкой полиции приходили в ее квартиру в Берлине и спрашивали про Мамуева. Вот вы видите фотографию Нурмагомеда. Этот человек, я со всей ответственностью заявляю, этот человек находится в тяжелейших условиях и подвергается пыткам. Я человек, который работал и занимался такими делами, я знаю прекрасно, как это происходит. Как только его отпустили, тот правозащитник, который занимается его делом, начал заниматься после того, как его уже передали фашистам, немцы передали фашистам. Нурмагомед Мамуеву сразу же, его правозащитник сказал, вот его отпустили 25-го утром, сразу же сделайте так, чтобы он дома не ночевал. Была вот такая установка. Но, видимо, оставили дома, надеялись, так как сотрудники, эти предатели, работающие на садиста Путина и Россию фашистскую, понадеялись на их слова. Еще раз, ни в коем случае не верьте их словам. Так вот, теперь Нурмагомеда Мамуева забрали, и он подвергается пыткам. Следующий этап, как то, что его отпустили и захватят, следующий этап будет: Нурмагомед Мамуев возьмет на себя те преступления, которые он не брал, либо погибнет от пыток. Также Нурмагомед Мамуев расскажет всех, с кем он встречался здесь, будут, по крайней мере, от него требовать. И я вас уверяю, что люди мечтают умереть от этих пыток. Главное, чтобы перестали пытать, не говоря уже о том, чтобы получить срок большой или оговорить кого-то. В эту минуту вас так они пытают, что из ушей, из глаз, из носа идет кровь, выходят всех ваших, все из вас выходит. Вы абсолютно бессильны, вас унижают, пытают голодом, пытают током электрическим и так далее. Следующее, что будет: Нурмагомед Мамуев, если он не погибнет и назовет имена, сдавать он никого не знает, с 2009 года он живет в Европе и не занимался. У меня есть стопроцентные доказательства того, что этот человек абсолютно невиновен и абсолютно без какого-либо основания он выдан. Да, у него какие-то, может быть, родственники принимали где-то в чем-то участие. Сам Нурмагомед ни в чем не принимал участие. Он назовет какие-нибудь имена. Отсюда, с Германии, начнут выдавать тех, кого он назвал, так как уже будет сфабриковано дело, будут называться имена. И тогда что получается? Я обращаюсь к немецким властям. Я обращаюсь к тем, кто в час, в два, полвторого ночи ворвался в общежитие, в Хайм, где проживал Нурмагомед со своей семьей, и похитил факту и передал фашистам. Я не понимаю, что здесь происходит. Я абсолютно не понимаю. Массовые казни происходят в Чеченской Республике. Никакого суда, следствия нет. Тех, кто казнил этих 27 человек в 2017 году, хотя были казни и до, и во время, и после 2017 года. Несмотря на это, создается московский механизм, куда входит Германия,
Представитель Германии находится в комиссии ОБСЕ в так называемом московском механизме. Хуже ничего по названию даже придумать нельзя, как московским механизмом его обозвать. Конечно, это московский механизм. Это московский механизм по утилизации, по уничтожению, исчезанию чеченского народа. Вот что такое московский механизм, который находится в Чечне. И несмотря на это, Германия выдает этого человека. И не только его. Да, я опять же говорю, есть люди, которые представляют угрозу, как для Германии, если они есть. Также есть люди, которые работают на русских, тоже представляющие угрозу для Германии. Есть люди, которые получают документы и ездят домой, врут нагло, что у них дома проблемы, получают паспорта и ездят домой. Вот из-за таких людей Нурмагомед в том числе, не только из-за вас, уважаемые мои сограждане, не только из-за вас, но в том числе из-за вас, за то, что вам срочно надо поехать домой, потому что вы год или два не были дома. Вот таких Нурмагомедов, Мамуевых, вот таких людей выдают, которым нельзя там оказываться. Нельзя, вот теперь он получит огромный срок или будет убит. А прийти сейчас, в данный момент, Нурмагомед проходит через 7 кругов ада. Я призываю всех, я призываю немецкие власти, я призываю ЛКА, немецкую полицию, которая заскочила 1:30 ночи к нему. Я призываю все правозащитные организации, в том числе немецкий мемориал, который есть. Я призываю всех чеченцев, которые проживают здесь, отреагировать на это, выйти на митинг, выйти к этому ЛКА, выйти на этот митинг и потребовать перестать нас, как бандитов, отдавать фашистам. Чем лучше тогда? Сейчас передали, причем это уже скрывать даже невозможно. Раньше можно было делать вид, что Россия нормальная страна. Ее уже президент Америки, ее президента российского называют убийцей. Всем известно, что было вот массовое убийство. Всем известно, что чеченский народ пережил геноцид и потерял 300 тысяч своих граждан. И несмотря на это, Германия делает вид, что это вообще такое? Это в какие ворота? О какой вообще может быть о правах человека идти речь? О чем вообще может идти речь? Если вот так выдают людей. Кому вы выдаете? Вы людоедам выдаете людей. Немцы, вы вообще что вы делаете? Ну давайте тогда, вот есть таблички. Я вам сейчас покажу эти таблички. Меня просили этого не делать. Меня просили этого не делать, потому что это очень обижает некоторых людей, это задевает, да, я понимаю, это задевает, я с этим полностью согласен. Я полностью с этим согласен. Ну вот есть вот такие таблички. Вот. На этой табличке написано, здесь жил Питер Бергер, 1883 года рождения. Передан в 1944 году, 20 июля 1944 года, лагерь Ноя Брем его передали. Убит в 1945 году в Дахау. Я буду напоминать об этом, потому что я не могу молчать, когда нас убивают. Вот еще одна табличка. Это таблички, которые немцы выкладывают, они небольшого роста, небольшого размера, 10 на 10 сантиметров. Немцы эти таблички выкладывают перед домами, они бронзовые такие, они на асфальте. Я их фотографировал с асфальта. Перед домами, где жили евреи, которых депортировали в разные концлагеря, где их убивали. Вот еще одна табличка. Вот смотрите. Алис Джоль, 1869 года рождения. Депортирована в 1942 году.
убито в 1942 году. Треблинки. Вот. Это у меня вот все это таблички. Вот эти таблички, которые я сделал и распространял. Можете меня тоже депортировать. Я тоже представляю угрозу для России, а вы хотите дружить с Россией. Меня тоже они называют террористом. За то, что я говорю за права человека, им без разницы, как кого называть. Им абсолютно без разницы. Но я смотрю, немцам вообще все равно, как кого называть и что делать. Самуэль Херц депортирован в 1940 году. 1861 года рождения. Человеку 80 лет, 79 лет. Депортирован. Убит 29.06.42. Перпигнон, если здесь правильно разобрать, что написано. Я призываю немцев делать такие таблички уже заранее, чтобы эти таблички потом не оказались, потом уже их ваши дети и внуки будут делать. Нет, делайте сейчас, чтобы ваши дети и внуки не тратились на эти таблички. Вот укажите Нурмагомед Мамуев, вот табличка. Напишите, Нурмагомед Мамуев, там, какого он года рождения, 32-летний, 89-го года рождения. Вот так и напишите, Нурмагомед Мамуев, 89-го, выдан в 2021 году, убит в 2021 году. Вот как, например, Николаус Бергер, который также в Матхаузене в 1941 году убит, выдан в 1938 году. Нет, так дела не делаются, друзья. Говорить о правах человека и выдавать людей на пытки и смерть, это не только двойные стандарты, это дно. Вы не можете так выдавать, вы не можете России выдавать чеченцев. Вы отдавайте их куда угодно, сажайте их в свои тюрьмы, но вы не можете их отдавать. Вы не имеете права так делать. Это незаконно. Убирайте тогда с центра Берлина мемориальный памятник, поставленный вами евреям, которые были убиты гитлеровской Германией. Убирайте тогда их. Потому что сейчас убивают чеченцев. Массово казнят чеченцев. Вот их очень много. Вы в любом городе найдете эти таблички. В Германию приедьте. Убито миллионы евреев. Я категорически против. Вот Эдис Мюллер здесь жил. Вот здесь написано. Хер Вонте здесь жил. Эдис Мюллер родился в 1898 году. Депортирован 28.10.1943 года. Умер, убит в Аушвице. Концлагерь, очень известный концлагерь. Вот что происходит с беженцами. Я опять же, немчанар байгарға асвайна бошынар. Шикапек ядат вайнхар қалилды. Хунд ачвай вайлил дойт вайнартя. Вайгар лил дойтар вайнтя. Ах, вайху яду вайна лирича. Вайн ху ядуар лилдич. Та абсолютно вайн ядул шумдат. Вай ядул шумдат. Это очень трудно понять. Это очень необъяснимо, что здесь происходит. Я не понимаю, что происходит. Не надо говорить о правах человека. Где правозащитные организации, которые в Германии находятся? Почему разные преступники здесь получают гражданство? Почему Тимур Дагазаев получил гражданство и долгое время здесь жил и следил за чеченцами и так далее? Приедьте сюда в Гамбург, я вам в Гамбурге покажу людей, которые работают на русских.
Эти люди спокойно ездят туда-сюда, у них все нормально. А что с нами тогда? Что происходит с нами? Ногчи, вы вещь, вы права защищать, вы права саму и рячу защищать. Вы елуш юшун защищать права, елуш юшун. Да я как дош я царь эльшана, ишь и нур Мухаммад сан далуш юшун человек. Вы митинг шеиз. Укрдец куна. Вальвиз, Берлине ашвиг вальвиз. Масса наш кайкам бабиз. Масса наш кайкам бабиз. Туэрду. Далур уи, кайчулар уи, хардир дуй, вальдир дуй бог. Цаумадир дац. Далур у, ла лиру. Дойле цададиз. Я знаю людей, которые здесь живут в Германии, и абсолютно эти люди не представляют никакой угрозы для Германии. Эти люди являются политическими беженцами, у них реально проблемы, реально у них будет проблемы только лишь за то, что они здесь выходили на митинги, уже проблемы будут. И этим людям не дают позитив. Им отказывают, их пытаются депортировать. Да, есть закон, да, люди не умеют защищать свои права, неправильно это делают. Но надо учитывать то, что идет огромная работа против нас. Ведь нас обвиняют во всех только возможных грехах обвиняют. Да? Меня с одной стороны ГРУ, российская ГРУ, называет под видом исламистов, там, ваххабистов, они меня называют врагом ислама и так далее. С другой стороны, они же, Россия, меня называет террористом, и скоро меня выдадут как врага ислама и как террориста. Тогда чей я террорист получаюсь? В мире других террористов вроде бы уже и не называют никого. Стрелком могут назвать кого угодно, могут назвать что угодно, да, сумасшедшим, там, сорвались, там, нервы у него, там, не выдержали, можно сказать. Он не террорист. А если это мусульманин, то он террорист. Так когда меня к кому тогда относить будут? Бех вейбу. Бех вейбу. Кицани бат. Бех вейбу. Так, сейчас я настрою свой свет, потому что Маждад, ассаламу алейкум, добрый вечер всем, валил цахар, ду алейкум салам, изанисту. Амзад говорит, Аслам, почему долго тебя не было? Да по разным причинам. Был занят, не успевал, в принципе, основном. Так, ничего серьезного такого не было. Так.
Алейкум, может так. Не понимаю, как можно так поступать. Они ведь знают, что РФ хочет активно растворить целую нацию в ближайшие десятилетия. Эсланд НАТО. Мы поддерживали и будем поддерживать вашу независимость. Но сейчас и у нас на власти временно коррупция, и президент поддерживает коррупционеров, говорит Эстланд НАТО. Спасибо большое, это, я так понимаю, Эстония, Эстленд. Спасибо. Зазам Чедишвили, Аслан, вы молодец и патриот Чеченской республики Ичкерия. Спасибо, Зазам. Гамаджоба, Генацуаля. Салауди Саида, ассаламу алейкум, Аслан. Твои эмоции берут верх над тобой. Да, я на самом деле не рушися няцкус. Бадык дичь, Салауди. Не рушися няц. Исаак Шмулевич, Аслан, ты как мой отец чеченец, мне не безразлична судьба чеченского народа. Аслан, можно вопрос? Можно, Иванов. Рамзан Даг, Франция, Нохчичу, Динч, Камила, Лехти, Ала, Иху Камелду. Ну, Камелду, дивіться. Нохчино Асан, хоч о, сихса гуд, сажим, успокойся, дисох, кия хадда глазмя. Андерсон Зом. Германия пособничает русскому терроризму. Абсолютно, стопроцентно это пособничество. Пособничество, выдавание в фашистскую Россию на пытки и смерть людей. Это стопроцентное пособничество. Стопроцентное. Ассаламу алейкум, Асерга. Ну, алейкум салам, Никников. Да, помню и про Германию, и про Шрёдера, и все это я знаю. И то же самое вот Австрия выдает людей, абсолютно без проблем выдает. Захлита хирдук войнохче. Захлита хирдук вой. Марк Фриман. Сейчас можно доверять только США. Нет, конечно, США я доверяю, но я речь не только говорю о том, что Германия не заслуживает. Здесь живут десятки тысяч чеченцев, но то, что произошло, это просто из ряда вон выходящий случай. Очередной раз. Не имеет права Германия выдавать никого. Матерого маньяка, убийцу, насильника, людоеда она не имеет права выдавать. Выдает. Выдает. Ладно. Ник, Асан, со статусом беженца тоже выдают? Нет, со статусом беженца не выдают. Вообще нельзя никого выдавать. Вообще. Жахар Дудаев, ассаламу алейкум, Асан, не Прага, елу интервью гисун, Аллах рейс хулил, хон дик амел диатига, ва алейкум салам, Жахар, дей рейс хулил. Кстати говоря, письмо в Белый дом Джо Байдену по поводу вызволения из плена женщин и детей, вдов и сирот чеченских, уже отправлено. И я так полагаю, оно уже дошло. Мне сказали, за 1-2 дня дойдет.
Спасибо всем, кто подписал. Я не стал больше собирать подписи, сколько было, вот написал и отправил. Спасибо всем. Будем ждать реакции Белого дома по этому поводу. Аслан, что может сделать Запад по чеченской проблеме, если чеченцы не хотят признавать внедрение радикализма русскими спецслужбами, а наоборот вешают на себя ярлык терроризма, на которых вырос Путин? Да, Аду, я полностью с тобой согласен. Сделать может Запад, вот в этой части я не согласен. А то, что мы сами себя ведем, уже цакиеттал, мы твоин цагин дисан хума дацер, еш страшил кшу, ахоши, со страшил кубош, шаш шейн зима даиш, маиз дайтиш, малоуз дайтиш, ойраз мадаритиш, векаг, мадаритиш, ойраз. توام ببیش چات توام بیشت سلیلی قضا دو قابش ایماجوش واقعیت سه توش آخ خلیفاتیش دو باش والله بالله یریتش ایخبارش دیش خوزی اروپا خیلی کسنه علوشل ست علوش تن لیلوش اشتل اش تا خلیفاتی یریت اش کد دیردت کد داری اش تمیتین گیریر تمیتین گین تاسق دولی ترواتر دبل بول و دقیقاً بولچید زودی بیش تبیر عداقر درش کلوچن اش گول دیشت اش آخویشن колодите. Трошу даст, шутро даст, бат или бо мажда. Да, мажда, из царюц, хаяхитан, аген шюц, но харвой шуэн. Нур Мухаммад, его знаем, я лично с ним не знаком, но мой близкий человек знаком. В моей организации, правозащитной организации, есть человек, который проживает в Берлине. Этот человек общался с этим, он с многими людьми общался, именно занимался именно вот антирадикализмом. Он разъясняет людям, что такое демократия, к чему мы идем, что такое радикализм. С молодежью этот человек работает. И этот человек за него ручается. А я этого человека прекрасно знаю. Никакого радикализма там быть близко не может. И вот выдают. Макар Течкин, Аслан, салам алейкум. В тот раз ты меня неправильно понял. Очень уважаю тебя, все будет Ичкерия. Ва алейкум салам, Макар Течкин. Ну, твой ник вводит меня в заблуждение, тогда ввел меня в заблуждение, потому что и Макар, и Стечкин это русское оружие, которое я, например, не признаю. Ни Стечкин, ни Макар. И вообще, я не понимаю нас, чеченцев. Стечкин, also Стечкина 10 тысяч долларов, мах был что модируй. Макаров, яри увеличенный Макаров. Тапча яцис. Тапч наш глок, шью, дуньян амелил, тапч дьоч, герш, дац, дуньян чо. Ах, и Стечкин Макар, боже, это меня ввело в заблуждение. Так. Столько своих проблем, а люди дешевым популизмом занимаются. Знание Маша. Бог лишь у вас на ночь. Адам позже. Асан, почему там не выходит на митинг? Что им мешает, Асан? Почему боятся кадыровцев? Валлах, я не видел. Я видел солнце, как огромные войска дрались с кадыровцами. Этот кест, что ожидает им. Адам, я не знаю, почему они не выходят в Берлине на митинг.
Надо теперь чеченцам нужно узнать, какой орган выдал, кто поставил. Никто задерживал, ночью заскочили, ЛКА, да, это полиция. Миграционная служба Берлина это. Перед этим зданием нужно провести митинг. Нужно провести митинг, и мы все должны сказать по поводу Нурмагомеда Мамуева. Мы должны все сказать, почему его выдали, за что его выдали, почему уже неделю о человеке ничего не известно, человек пребывает в пытках, а человек, который поставил из миграционной службы подпись, чтобы выдать Нурмагомеда, ходит домой, общается со своей женой, с детьми, кушает, спит на белой простыне, а человека отдали. И он подвергается сейчас пыткам, и он в ближайшие годы, десятилетия, 10-15 лет окажется в тюрьме или будет убит. А когда родственники хотели нанять адвоката, кадыровцы, русские службы, которые находятся во временной оккупации Чеченской Республики, они сказали, что если вы наймете адвоката, мы закопаем адвоката вместе с ним, с Нурмагомедом. Вот и все права. Почему боятся Кадыров? Кадыровцев никто не боится. Боится за своих родственников боятся. Если ты чеченец, Адам Польш, ты, наверное, должен знать, почему боятся, почему не боятся. Сумцаво, синах пришбу. Чур сагвиву и тулы, уавильч, заявление целуша, им цадарду, олк ночь. Сунам цара. Если шайчур итцагах, цавиня, шу вообще дэр мудеху, дунянчуа. Шай ваш висанол, ис яц махкардоле, кайкамбеш, латишсан, герзанц малат, ручканц лат, герзанц ваш иса уитер ваш. Ручканц лат, заявление цину да дуахты, адвокат лати, дыне мелды заявление шло. Эрда вуду. Сачур сагвина уш бой арбу дер, хайнак таганви хан сайна гуйру, хан киуйру. Свет юкса. Галюильш. Как заметили, моя хата с краю, но и я не перестану поддерживать других, кто в этом нуждается. Удачи всем свободным народам. Эстланд НАТО. Спасибо. Аслан, почему чеченцы не соблюли норму выхода из состава СССР РФ согласно референдуму, как это сделали другие союзные республики? Не, я не понимаю, о чем ты говоришь. Кто провел согласно референдуму выход? А кто провел референдум о выходе из СССР? Украина провела референдум? Или, там, я не знаю, Казахстан проводил референдум, или страны Балтии проводили референдум выйти. Советский Союз распался, все. И все имели право выйти, это в уведомительном порядке все вышли. Никто не делал никакого референдума. В 90-м году при Завгаеве Чеченская Республика получила равные права союзные, которых она не имела незаконно, между прочим. Вы же не считаете, что там Украина, Казахстан, Грузия или кто-либо другой лучше нас? Почему мы автономия? Чем мы автономия? Количеством, да, этим определяется. Если нас миллион или там меньше, да, нет. Мы были лишены прав. Мы никогда не входили в Россию. Вот эти разговоры, которые там нам говорят, вот там референдум провести. Пускай Россия, у себя в России русские проведут хоть одни выборы или один референдум. Честный. А не на пеньках, как они это делают, там с подтасовками. Какие союзные, скажи мне, Лонвой, какие союзные республики провели референдум о выходе из СССР? Такого не было.
Чечня не Россия. Аслан, России невыгодно, чтобы Европа выдавала радикалов. Макар Стечкин, Баркал. Ассаламу алейкум. Сосхави Абдулмалик. Ну что, алейкум салам, Машуй. Как найти? Аслан, я вижу, что ты хочешь крикнуть к некоторым ногчешк. Йо, есть умна счастье. О, дель болчунт ирдела. Идите, освобождайте нашу землю, а если нет, то ведите себя предсказуемо, и я поддерживаю тебя. Я не призываю никого, Машвор, как найти, я не призываю никого идти куда-нибудь, освобождать, потому что сейчас это просто на гибель посылать этих людей. Да и не пойдут они, никуда они не собираются идти. Просто и шичо уахуйте, и болтать деш, эрен болтач, дуй, асцабох, дин малилдица бо, дин духалуца бо, цагезери, хайове, مجاش وعيوغتي تخوني عدنك خليفاتي يشوي تخوني عدنك يشوي تخوني عدنك بوش أختو واغوشي تساك إخبار شيوتيش إيش поддерживать деш вэш вэй дискредитировать дойч ал Грузия халуайта цайца глапата авита إزرشكا سيري халабайта سيري абайан хаделла цуна жвап цаму мацадель цуна жвап никто за это не ответил. Один вот этот Ибрагим Магомедов, которого осудили вот по кличке Абу Хамза, посадили его, вот он получил срок, и то от австрийцев. Ни один чеченец не наказал, не привлек, не сказал, что это были агенты. Вот у этого Абу Хамзы был же круг, его же люди знали, и никто не сказал, зачем ты в Сирию наших людей отсылаешь. А теперь женщины, вдовы остались. Хинци хададиз. Шаусишчик ли инзари умаду антикатчик. Страшный ум. Адолша мадатцар умш. Ужасе аде адолш маду айкам. Жужат тикач адолш маду. Валла дохкум мадуар. Тахир Керимов, я из Казахстана, из репрессированного. Аслан, хочу поблагодарить тебя за твой огромный труд. Да будет доволен тобой Всевышний. Аминь. Тахир, спасибо большое. Баркал. Да я рейс хуйлон. Артур Адам, ты в ослушании Всевышнего и для того, чтобы понравиться европейцам, ты лдя, брови сбрей босвик. Бер шумаят қосвик мажют шол. Бер шумаят со цацмаш дют шол. Хаула, хаулет, абашаса, со қион, чобал метк шаула, хаула. محاوي أن خذ دعلتشن بعد دي تا أجين تخليو حياتنا يا خذ آخر وهتساعش خلو ослушание Всевышнего ослушаться динака Всевышнего ослушаться один табатебан аш мамо умилуться хочешь хайцеца язеш умилуться олш что дельц والله أنا ولا ليتах يا أنا لما ليه دقائق دي открыто دعوتي دقائق دي وعم تسويحها أتونا فيتشين مجري ميقشري تسمشري نخ بيلبش مج بيقي هما دوتشسن يا ذات إز وهو شيء كورت حيقل هما يا يويت شو
ослушание Всевышнего, Алязин. Маслауды, не поддавайся этим провокаторам. Не поддавайся. Да, поддаваться мадыдича и как давил хит стрим юлили война ваштане амел деш волорса. Я общался со своими товарищами сейчас. Царь, и что Хадыч, как немцы его выдворяли, не дали одеться ему, не дали взять теплые вещи ему, взяли сразу же передали русским. Ну что это как не пособничество? Это 100%. Цуна догдат, ворсуа, мунд наш юхумбады, туткш, мажи, микши, цацмаши, чобали, бешвался к жизни диждоч дол, амилш. Так, ладно, мажуаш, кицаюйцерой. Мажать своюйцер, и маж уахецен, и маж уахецен. Цуна цафетишин, цуна цахумадин, и маж бики умадочсен. И амадуар. Вот куда отдают, сейчас я вам покажу, куда отдают и кому отдают. Вот это Жириновский. За Жириновским вот здесь сзади стоит Луговой, который убил Литвиненко. Они взяли его в свою партию. Сейчас мы удивляемся, там какие-то там массовые казни, там это Путин убийца там и так далее. Да они все там убийцы. А Навальный выходит и говорит, вор, коррупция там и так далее. Бред собачий. Смотрите, что говорит фашист Жириновский. Что он делает, точнее, его жест. За победу! За нашу победу! За русский народ! За Россию! За ЛДПР! Видели? За ЛДПР. Это нацисты, это самые... А вот сзади, смотрите, лыбится, стоит убийца. Убийца-террорист, который отравил Лугового, и еще сотни человек пострадало от радиоактивного полония. Кто виноват? Чеченцы в этом виноваты? Нет, чеченцы в этом не виноваты. Дальше хотелось бы, вот, продолжая тему, хотелось бы сказать, есть такой блогер, бывший адвокат Марк Фейгин. Марк Фейгин был в Чечне, там с Масхадовым, по-моему, с кем-то там он разговаривал. Ну, был депутатом, по-моему, Государственной Думы и так далее, и так далее. Короче говоря, когда я работал адвокатом, Марка Фейгина называли среди нашей адвокатской коллегии, у нас была большая коллегия, и не только наша коллегия, и с другими адвокатами приходилось много общаться, встречаться там в разных судах. Марка Фейгина называли агентом ФСБ. И когда он защищал Савченко, я подумал, к Савченко, я тогда думал, Савченко это такая искренняя женщина, которая там борется за Украину и так далее, и так далее. Мне казалось, что просто к Савченко представили этого агента. Ну, видимо, там и Савченко тоже, видимо, нечиста оказалась на руку. Так вот, сейчас я давно об этом говорю, я уже 2 года об этом говорю, что будут репрессии, что смертная казнь будет, она не отменена, в России есть смертная казнь.
есть мораторий, она приостановлена, но она не запрещена в России. И для того, чтобы ее ввести, достаточно проголосовать в Государственной Думе. А Государственная Дума полностью в кармане у Путина. Соответственно, Путин решает, вводить смертную казнь или нет. И так называемых два оппозиционера, симулякр Мальцев и бывший адвокат Фейгин, говорят, что вот нужно вводить смертную казнь. И они друг друга прекрасно понимают. Это говорят не кто-либо другой, а о том, что другие тоже об этом много уже говорили. Но это такие ярые оппозиционеры, которые там буквально за год набирают 200 тысяч подписчиков, что тоже, в принципе, невозможно, если вас не раскручивают. Потом Марк Фейгин, был анекдот, я иногда смотрю его, у него иногда бывают интересные гости, кстати говоря. Где-то сидит Марк Фейгин и говорит, ну там обстановка сзади не очень, и он говорит, но в связи с тем, что там экстренная ситуация, я вынужден скрываться, поэтому я нахожусь и вещаю отсюда. На второй стрим уже он сидит опять у себя. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Ну, возможно, если группировки против группировок воюют, там одна группировка за путинская, другая против антипутинская, они воюют, и вот Марк Фейгин, вот, Мальцев и все вот эти симулякры занимаются оболваниванием русского народа. Вот за все это время я нашел вот человека, который реально честен и с самим собой, и с совестью со своей, и со своим народом, со своими зрителями. Это Александр Сотник. Больше я пока, ну, может быть, сейчас не вспомню, ну, таких особо вот я не вижу. Таких ребят, которые реально за честность, за демократию, за права человека, за общечеловеческие ценности. Остальные симулируют вот эту деятельность. И вот Марк Фейгин. Одно дело, другие говорят, пускай это их сугубо русское дело, пускай что хотят там у себя там вытворяют. Но когда оппозиционеры говорят, как бы оппозиционеры говорят, пускай вводят смертную казнь, потом мы их этой же смертной казнью будем наказывать, это у меня просто в голове не укладывается. Ну как это так? Как? Давайте послушаем, что говорят вот эти два русских оппозиционера. Она вся кривляется, такая, выпрыгивает. Знаешь, это как в песенке, дурак бибикал без конца. Значит, без ноги жал на тормоза. Вот эта судья, она, вот ты, сука, вообще, ты что делаешь вообще? Ты нормальный вообще человек? То есть, о каком... Я пометку для всех остальных. Марк говорит о том, чтобы по приговору трибунала, конечно, поставить стенки, а не произвольно. Мы против несудебных. Стоп. Они сами провоцируют выход из Совета Европы, правильно? Да. Правильно. Это автоматический выход и из Конвенции Европейской конвенции по правам и свободам человека, выход из моратория по 6 статье, то есть возобновление практики смертной казни. Ну, погодите, это не мы, это вы, это. Они постоянно об этом говорят, что надо вернуть ее. Так очень хорошо. Но если вы так сильно хотите ее, так это к вам она вернется. Каким судом судите, таким и вас судить будут. Вот о чем речь. Ну, возвращайте. Возвращайте, что вы пугаете? Выходите из этих всех организаций, возвращайте смертную казнь. Но только потом не парьтесь. Ведь знаешь, как оно бывает? Они выйдут, думают, они вот к оппозиции, к смертной казни, а там хлоп, и этот, значит, например, откинется. И тут придут вот эти вот из тюрем-то, и вот Навальный говорит: Алексей Анатольевич, ну вы же гуманист, ну вы же не можете вот... Да, мы, конечно, вышли, мы хотели вас расстреливать, но вы-то же не такой, вы же либерал. Как же вы не либерал? Как, почему? Да что вы? Я свой, я наш, понимаешь, вот это вот? Нет, вот погодите, ну как? Мы об этом как раз и говорили, что слава богу, чтобы они это сделали, чтобы развязать нам руки. Конечно, пусть делают, все по закону, все по закону, все, ни в коем случае, никаких бессудов, все, суд, сроки, требования, все будет прямо уложением, конечно. Ну так они же сами. Бедный Мальцев никак не мог победить Путина, пока Путин не отменил смертную казнь.
Вот он говорит, ну вот развязал руки Путин ему. Два просто ненормальных Ну, просто я человека. к тому, меня очень многие критикуют. Вот, Марк Захарович, мы должны быть не такие, мы гуманисты, мы то, мы все. Я даже оставляю в стороне, так сказать, про ложный этот гуманизм. Дело не в этом. А вы поймите, они сами ведут к этому, потому что они так видят способ собственной защиты от возможного, значит, требования народа, обращенных к ним напрямую, да, на улице. Бунт. Ладно, не будем больше вам показывать. Ну вот, короче говоря, чтобы вы имели представление, чем вот русские оппозиционеры призывают заниматься Путину. Вызывают как можно быстрее вводи Путин смертную казнь. Они просто не знают, что делать. Если срочно, Путин, ты не введешь смертную казнь, вот это просто беда у них. Они не справляются. А пожизненно Путину дать как-то они, видимо, не думали. Они думали только вот надо его этого. Так. А Дуда воюют между собой даже про путинские группировки. Ну, да, воюют, но эти не так, чтобы вот именно воюют. А эти вот конкретно настроили. Айдер Муждабаева я не считаю нормальным парнем, как ты тут пишешь, тоже нормальный пацан. Нет, я его не считаю нормальным пацаном. В московском комсомолец, или московский комсомолец, по-моему, да, газета была. Я всегда, когда ездил на работу, перед тем, как спуститься в метро, покупал новую газету. Она выходила 2 раза в неделю, по-моему, или 3. И покупал московский комсомолец. Новую газету я читал еще, когда была Анна Политковская жива, посмотреть, что там происходит. Ну, именно Анна Политковскую я в основном читал, и там узнавал правду. И читал московский комсомолец, чтобы узнать, что делают, о чем думают, что пишут враги. Так вот, Айдер Муждабаев работал все это время там. У меня нет ни малейшего доверия этому человеку. Они могут говорить все, что угодно, они могут как угодно, там, я не знаю, хаять Путина, называть рейхом какой-то. Какой рейх? Это свинарник, а не рейх. Не может быть рейхом вот там, где орудует НКВД, КГБ, ФСБ. Это разные вещи. Никакой рейх он не строит. Это самый настоящий советский концлагерь он строит. И вот этот советский концлагерь пытаются назвать рейхом. Да и еще много чего. Поэтому Айдер Муждабаев, как бы он себя не позиционировал, я его не считаю. И его дружок, этот Аркадий Бабченко, который тоже резко понял, что он 2 раза он воевал против чеченцев. Первую войну он был, говорит, как бы срочником. Вторую войну пошел наемником, убивал. И теперь мы этого дружка, мы должны воспринимать. Почему я не слышал, чтобы этот Бабченко извинялся? А Бабченко вообще-то военный преступник, которого должны наказать. Кем он там, гранатометчиком был или еще кем. Потом в Грузию поехал воевать. Потом еще в Украине началась, он стал резко украинцем, таким самым ярым украинцем. Поэтому нет, рядом с Сотником Айдер рядом не стоит. Да, Курочкины сейчас очень сильно включились, и огромная им честь и хвала. Спасибо им большое. Так.
Я не видел, чтобы Бабченко извинялся. Если есть, кинь, пожалуйста, ссылку. Прямо сейчас посмотрим на его извинения. А вообще я за то, чтобы именно тот, кто принимал участие, мне их извинения вообще-то и не нужны. Хотя если он хочет, чтобы к нему хотя бы нормально, а не как к преступнику относились, хотя бы должен извиниться. Стать по христианской традиции, это не наша традиция, это христианская традиция. Стать на колени, опустить голову и принести свои извинения. Убивать людей и сказать извини, или что-то наподобие извини. Это, во-первых, меня не устраивает, а от преступника оно мне вообще не нужно. Преступникам должен решать суд. Бабченко должен быть привлечен к ответственности. Проверить, что он делал, кого он убивал, какие у него заслуги после того, как он пытался искупить свою вину, раскаялся ли он. И на основании совокупности всех вот этих фактов вынести ему объективное справедливое решение. Дейре свой Хамзат Килаев, дейре свой, да, могла, хоже Русо. Нервничать уже нервишку здесь на мяч, что он молодых диза. Дима Бимбат, надо искупать вину. Совершенно верно, Дима, нужно искупать, приветствую тебя, нужно искупать свою вину. Хамзат говорит, Аслан, не злись и не нервничай, будь хладнокровен в том, что делаешь. Иначе тобой овладеет апатия. Диарду Вешиксан. Да, нам предстоит очень много работы. Очень много работы. Кстати говоря, по поводу работы. И вы все мои зрители знаете, что 6 августа я ездил в Страсбург, и на обратном пути 6 августа по приглашению Сайтамина Ибрагимова я поехал в Страсбург. Там у нас должно было пройти мероприятие по поводу год организации, годовое собрание должно было пройти. Мы его приурочили, Сайтамин его приурочил к Дню Победы 6 августа. Туда со мной поехал Руслан Сулейманов или Нашхо Эльдаров, я об этом все вы прекрасно знаете. Прошло время, месяц я сообщил всем, кому нужно было. Прошло время, и никакой реакции не было. И этот Нашхо Эльдаров или Руслан Сулейманов, его настоящее имя, мне говорил, что он работает в правительстве. Я задавал вопросы, работает ли он в правительстве, в том числе Ахмеду Закаеву. Ахмед Закаев сказал, что он не работает в правительстве. Вы видели, у меня на сайте есть обращение, есть постановление, где в соответствии с положением, правда это не на сайте Чечен Пресс опубликовано, а на сайте Войнах.ком. Но я не увидел, здесь стоит подпись. Подпись стоит, ну не подпись, фамилия стоит Закаева. И Войнах.ком стоит. И что Нашхо Эльдарова освободить от обязанности заместителя, представителя Чеченской Республики Ичкерия в Федеративной Республике Германия. Я не знаю, что это, как это может быть. Это постановление вывешено 2 марта. 2 марта 2021 года. То есть через 7 месяцев. Через 7 месяцев увольняется человек, который предлагал работать мне на Кокиева, что он там занимался там с русскими работал и так далее, и так далее. Не знаю, как это объяснить.
никаких объяснений, я это публично у себя вывешивал, со мной никто не связался, никто мне не объяснил. Далее, ладно, ну я человек маленький, я рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия, и ничего страшного, что мне не захотели объяснять. Я сам добьюсь для себя объяснений и сатисфакции и к Нашхо Эльдарову, и к ГРУ России, и к России в целом, и всем преступникам. Да, мула. По крайней мере, буду добиваться этого. И вот поступает вчера, позавчера другая новость. Назначается на пост, задумайтесь, на пост трибунал по Чеченской Республике возглавить назначается человек по имени Ихван Гириханов. У меня к этому Ихвану Гирихану нет никаких претензий. Он там писал документ, я даже публиковал у себя его на ютубе. И никаких претензий как человеку, как гражданину России или там гражданину Чеченской Республики Ичкерии, у меня нет вообще никаких этому человеку претензий. Но когда его назначают на этот важный пост, у меня возникает вопрос, почему? По моему личному мнению, человек, представляющий интересы чеченского народа в Международном уголовном суде, должен быть практически как минимум с облака на облако должен перепрыгивать. Да, святой человек это должен быть. То есть, я имею в виду, он должен быть, его репутация должна быть предельно прозрачна, известна и чиста. Такой человек далеко не обязательно должен быть юристом. Группу опытных юристов-международников можно пригласить из любой дружественной страны или стран, и уверен, желающих будет немало. И, конечно же, сторона обвинения будет высочайшего класса. То есть прокуратура, которая будет обвинять Россию, она все сделает как нужно. Он может быть мужчиной или женщиной, человек, который будет представлять. Гендерное различие не имеет ни малейшего значения. С высшим образованием или с большим жизненным опытом. Либо потерявший по вине России близких родственников. То есть это любой может быть человек, любой гражданин, который реально на этом пути, у него погибли родственники, или он с образованием хорошим, но у него никто не погибли, но он опять же кристально проверен, чист и так далее. В том числе проживающий в настоящее время с российским паспортом во временно оккупированной Чечении. То есть, конечно же, его перед вступлением на такую должность, он или она должны находиться за пределами юрисдикции России. Также он может не быть чеченцем. Вообще не быть чеченцем этот человек может быть. Я это рассказываю, чтобы было понятно, какие требования должны быть к человеку, который будет представлять нас в этом суде. Он даже может быть не чеченцем. Это мое мнение. Я ни на что не настаиваю. Это мое мнение. Но этот не чеченец обязан быть гражданином Чеченской Республики Ичкерия, то есть иметь паспорт Чеченской Республики Ичкерия. Он должен быть безоговорочно уважаем в чеченском обществе. И такие люди есть в нашем обществе и в мире. Например, друг Джохара и первый президент Литвы Витаутас Ландсбергис. Да и кто угодно, можно я так навскидку назвал это имя. В противном случае чеченское общество может получить несправедливое, всестороннее, полное, объективное исследование дела, а затянувшийся на годы недоделкинский суд. Ихван Гириханов, который мне звонил, Ихван, мне звонить не надо. Мне тебе сказать нечего. Все, что я говорю, я скажу открыто, публично. Ихван Гириханов являлся председателем Конституционного суда Чеченской Республики. И после того, как я сделал вот это заявление, то, что я сейчас зачитал по этому поводу, было голосование. Надо напомнить, что это Ихван там не сам принял решение стать во главе этого. Опять же, возвращаясь к правительству Закаева, нашему правительству. Есть ГКД, Государственный комитет деоккупации.
там приняли участие в голосовании 21 человек за Ихвана Гериханова, 7 человек против и, по-моему, 4 воздержались. Грубо говоря, 32 человека приняло участие в этом ГКД, Государственный комитет деоккупации. Я не знаю, кто туда входит. Я знаю некоторых людей, которые туда входят, но я не знаю всех, кто туда входит. И не знаю этих 21 человека. Так вот, я, как юрист, когда начал заниматься вот этой темой нашей, много документов перекопал. Так вот, во-первых, они не собраны. Какие есть, они разбросаны. Там, интервью это может быть, другое, третье. Это полный бардак. Никакой вот такой собранности нет. Во-вторых, я не нашел ни одного, кроме одного документа, реального документа, который можно мне, как юристу, с которым я мог бы работать. Нет таких. Представьте, мы 20-30 лет воюем, и у нас нет никаких документов, с которыми можно работать, которые можно вот любой человек вроде меня, который хочет какую-то пользу принести, он не может найти документ. Один документ — это концепция обусловленной независимости, составленная нашим Министерством иностранных дел. Других документов я не нашел. Если есть, дайте мне. И вот у меня вопрос. Чем занимался председатель Конституционного суда, который за все это время, сколько документов выпустил этот председатель Конституционного суда Чеченской Республики Ичкерия, который потом стал имеющий отношение к дому Романовых, это есть на сайте, в интернете, Ихван Гериханов является князем Ихваном Герихановым Урловым, который там с древних времен там, оказывается, был князем там и в Чечне, и в Дагестане, и там еще где-то он был князем, его потомки были князем. На это Иван говорит, что он и как бы получил, чтобы войти в Государственную Думу, чтобы помогать тем, кто находится в тюрьмах, что вот хотел пойти в Государственную Думу для того, чтобы помочь их освободить оттуда. Отлично просто, это очень нужное дело. А когда не попал этот человек в Государственную Думу, и нужно было стать князем, и у меня логика, я здесь никакой не вижу, конечно, но, допустим, если ты не попал, если он не попал, что он сделал еще? Какие документы мне, как юристу, может предоставить, они есть в общем доступе, чтобы я мог с ними работать, чтобы я мог знать, какие события где произошли, кого задержали, кого убили, кого незаконно осудили. И ведь я практически новый человек в этом деле. И я рассчитываю, что есть вот что-то, что мне можно будет взять, с чем я могу работать. У меня нет ничего. Я из русских источников доставал разные источники, чтобы составить хронологию, потому что считал это очень важным. Хронологию становления нашего государства. Потом когда я уже начал писать, а я с ошибками, с неправильными там моментами писал эти документы, потому что не имел достаточной информации. Не говоря уже о молодом поколении, которое вообще не видело, я-то хотя бы имел представление, что там происходило. Молодежь-то у нас вообще не имеет никакого представления. Они даже не знают, некоторые, что было, с кем воевали, с какими террористами воевали, все считают. Вот я не видел, чтобы конституционный судья Чеченской Республики, это президент Чеченской Республики среди судей, самый главный судья, какой документ выпустил. Вот у нас по закону, в соответствии с нашей Конституцией, есть такое дело. Если президент принимает какое-то решение, есть статья в нашей Конституции, если президент принимает какой-то указ, решение, какой-то закон не принимает, указ какой-то, который противоречит Конституции, то Конституционный суд по своему решению может отменить его, если оно противоречит Конституции.
Докка Умаров провозгласил имарат отцов Йох Безар Хелерцуна. Хинц до сих пор Ю и Безар, Ючу Ванюка. Какое решение принял конституционный судья, который хотел стать депутатом Государственной Думы? Была такая группа, и тот же Нашхо Эльдаров, который мне предлагал деньги, машину, женщин, работу и все остальное, рассказывал мне, что сейчас будут большие деньги, будет открыт дом права, об этом я тоже говорил, писал, вы, наверное, тоже видели, слышали, которая, и я, короче, тоже получу какую-то свою долю, и мне дадут, что я вот, у меня зеленый будет, я тут, короче, буду. Главное, я должен быть послушным и делать, как мне говорят, и все. Для того, чтобы послушным быть правительству Чеченской Республики Ичкерия, для этого меня вербовать не нужно было. Я и так абсолютно лояльный, и вы все видите, что я абсолютно лоялен и абсолютно готов делать все, что будет полезно. Даже некоторые вещи, которые не понимаю. Да, если это нужно, мне говорят, я буду делать. Хотя, конечно, я хочу понимать, что я делаю. И была такая группа, созданная Сайдамином Ибрагимовым, в которой было много людей, из которой я вышел. И там говорилось о деньгах каких-то в этой группе. Это ни для кого не секрет. Все, кто был в этой группе, там 100% были и агенты российские, поэтому скрывать ничего смысла я в этом не вижу. Что вот там сейчас какие-то бабки будут, вот сейчас будет 1 миллион, 2 миллиона, какие-то большие деньги будут. На то, чтобы вот этот дом права мы сейчас сделаем, там еще что-то, сейчас какие-то деньги нам переведут и так далее, и так далее, и так далее. И речь шла, что эти деньги будут достаты Ихваном Гирихановым. У меня голосовые сообщения, все это с той группы, все имеется. То, что мне говорили и в этой группе, и вне этой группы. И каким-то странным образом Ихван Гириханов становится председателем вот этого трибунала. Не председателем трибунала, а нашей потерпевшей стороны. Он будет представлять потерпевшую сторону. Юват Ахабос. Я не знаю, кто такой Ихван Гириханов. Я его не знал никогда. Я этого человека не слышал, что этот человек есть конституционный судья. Я вообще не слышал, что у нас есть конституционный суд. Вообще я не знал, что такой орган у нас существует. Хотя по праву, по природе он должен был быть. И сейчас Ихван Гириханов возглавляет вот эту организацию, вот, будет представлять нас на суде. Есть в интернете, как я говорил, что он награжден там грамотой, и он является князем. И его дом Романовых. Дом Романовых и вообще вот эта вся вот эта тема, мы все знаем, что Путин сейчас собирается остаться пожизненно, что там у них будет там свое дворянство, они уже давно эти грамоты дают. Когда я работал адвокатом, мне пришлось одно время в Верховном суде работать, участвовать в деле в одном, где был адвокат вот этих дома Романовых, он себя называл, они ему тоже какую-то грамотку дали, он тоже был уже после того, как он его защитил, или там принял участие в их процессе, они ему тоже дали какую-то грамоту, он тоже каких-то дворянских кровей уже был. Была обычная красная кровь у него, а потом дали грамоту, она стала уже голубых кровей у него, он стал. И я приблизительно знаю, что это за организация. Она около чекистская, как выразился мой один знакомый. Вот такая это организация. Иван говорит, что он это сделал для того, чтобы опять же пойти в Государственную Думу, помогать нашим людям. Хорошо, не попал в Государственную Думу. А что было сделано больше? Можно увидеть эти документы, вот за 20 лет проведена же работа. Я не видел, покажите мне эти документы. Мне также интересно имя 21 этого человека.
которые проголосовали за Ихвана. С какой целью? С какой целью это сделано? У меня эти вопросы для меня открыты. Для меня эти вопросы открыты. Вот такая вот у нас ситуация, и иногда вот говоришь, думаешь, а для чего это все, я этим занимаюсь, что я делаю, ну как это разобраться? Ничего мне не нужно. Валла билла датсун, цаум юшку юкит. Просто баош ван ишерсон. Вай оман баохелит, вай байан бол нага чирит. Вай махтах ишерёш, вай баон шерёш. Писун юшум мадат. Агенту сун агенту бохш дюц юкри вахоши. Сун агент мелубог агент маушо. سون أجن دوال تحني متج ما باتشو شيء دلا حقال دع على الحقال حقيقي سو أجن أمت سو هرو على حقيقي شو دات قال وشو يقع بو شو ارت أجنش أبو полезный наш бу сейчас лил домач лил дешпеш 21 человек проголосовало. Кто эти 21 человек? Из ГКО, Государственный комитет ГКД, комитет деоккупации. Кто эти 21 человек? Почему эти люди проголосовали за то, чтобы представлял? Изам хиллаят и суд. Хирам ю дайл мула. Хирю дайл мула. Но саметкам бат хинц, например, вы унядина чудель гааги киоч дубош. Потому что вы представляете, что его будут под микроскопом рассматривать. Все. И окажется, он князь. Только из-за этого Ихван должен был взять самоотвод. Сказать, нет, я не буду в этом участвовать. Но каким-то странным образом он берет это на себя. Говорит, раз вы проголосовали, я согласен. Там обязательно его босс, юрист Хальцавиз. Юрист будет прокуратура, которая будет защищать. Там, да, должен быть грамотный человек, должен иметь представление, где он находится, что делает, выйти и рассказать журналистам, когда будет процесс идти и так далее. Но для этого там дипломированным юристом тебе быть не обязательно. Вот такая вот ситуация. Шунхайт босс. А сам лечирдать закаюсь и бага кашар гаттан саде деда ортсиг виан лячула диг аз даиду. Диг даиду. Сер ала кичур ала сум бех мобил хинт ирдол со просто окохил события, что зажатвенно со реально уже нервик шайга шиеде мерид аяк уже тивахкан кар. Ца беш бол бац Германия, цаму бац беш бол, кизг бу беш бол Германия. Бина бац. Имитация. Не только Германии, вообще духовность, имитацию ящик. Цуна ок цагул. Цуна ок цагул, цуна ой маш цадул. Ой от цадахчана юга базар хири куна. Куна базар хири. Цундайла я сказал открыто у себя в Фейсбуке, я сказал, что я против того, чтобы Ихван Гериханов представлял нас в суде. И я хочу объяснение, почему Эльдаров Нашхо был помощником, а мне Закаев сказал, что он не является помощником. Я написал официально письмо Ахмеду Закаеву по этому поводу и передал его кому нужно. Но оно еще не дошло, потому что мне сказали подождать. А вот сейчас я это говорю. Почему 7 месяцев Нашхо Эльдаров, после того, как я сообщил, находился, имеет ли отношение в войнах? Сайт войнах.ком имеет ли отношение к правительству Чеченской Республики? Почему от имени Ахмеда Закаева там такой приказ висит? А Ахмед Закаев мне сказал, что Нашхо Эльдаров не является сотрудником правительства, не является замом Умара Исмаилова из Берлина, который был представителем, нашим представителем.
И почему 21 человек проголосовали? Я уверен, там уважаемые люди сидят, заслуженные люди сидят в этом ГКД. Но я не понимаю, как к этому мы пришли, что мы вот так делаем. Хихар согласен, Данилбек Кук, Вик Антвиевин, Хавиан, Вокса Гуи, Хитам Болса Гуи. Он самый заслуженный. Любой Данилбек, любой боссом, любой вайчур Хикантвин, любой Нэн Хаялин, Уахаич, судья. Раски Муатруш, я дик ночи Муатруш, Хитам Болс. Любой 300 тысяч сагмавиновой, 300 тысяч образованные, мелк эзершка, ит эзершка, нахмабой, образованные больше, шба. Между сопчик, сан нам цахуль тиши, халат группе чу адицен дол и миллион, 6 миллион на дом право, цуна хульшам цахуль тиши. А сума утверждается до, ну сахаттар школла, сум сахаттар шан сум жвап диз, шайн ла алу, шайн цала амалу. Аж и шубаою шайнцалацидва садится баою. Открыто, свободно, сагусва, свободно, хирау, мох мукбала хиру, куз аша хиру. Дюйцерду. Сайн хитак да эльду. 7 человек были против. Их имена мне не нужно знать. Кто воздержался, тоже мне не нужно. 21 человек, милуиш. Милуи цасак и буалбинак. Су интересно, дух. Уверен, заболтать бина, что дигду альтиляться хирбуца не укана. Но с какой целью ляться? Иштумду, ишталду айгадик. Чтобы не быть голословным, я вам сейчас покажу по поводу того, что Ихван Гирихан является князем. Просто сейчас ойлаешь, если западные журналисты начнут заниматься этим вопросом. Кто представляет? Ихван Гирихан, конституционный судья. А кто он? И вот мы видим, кто он. Присвоен титул князя Российского императорского дома Рюриковичей Ихвану Баудиновичу Гирихану Турлов. Князь Ихван Баудинович Гириханов Турлов назначен полномочным послом Святой Руси и Российского императорского двора Рюриковичей на Северный Кавказ. Сун Хавайтанг, Святой императорский дворо, посол, полномочный посол, Сун Хавайтанг. С целью развития идеи монархической государственности России. Это именно то, чем занимаются Путин, Патрушев и другие мерзавцы и преступники. Во имя мира и процветания в России, во имя восстановления исторической справедливости и князя Российского императорского дома Рюриковичей, Д.Р. Бог, доктор Хикердук, Д.Р. Ихвану Баудиновичу Гириханову. Генерал юстиции Мухоль, российский юстиции Мауи. А как дают генерала юстиции? Но генерал, но будет он больше. Например, у меня было желание, я проходил практику в Ингушетии, в прокуратуре. Так, походил немного, потом забросил. И там был ингуш. Он мне сказал, хавул, шла война. И мне интересно, расследование интересно, заниматься этими делами. Мне все это было интересно. И если бы не война бы между нами, русскими и чеченцами, я бы, может быть, работал бы, даже, может быть, в России следователем. Если бы не война.
Но я не мог себя заставить пойти в эту прокуратуру или в эти там следственные органы, чтобы заниматься этой работой. Хотя у меня было образование, мне это с детства мечтал об этом. Работать следователем, заниматься какими-то такими делами. Я не смог себя переосилить. Я знал, я мог бы устроиться, и это ничего такого. Много работают, которые в душе остаются. Правда, через 5 лет они уже перестают быть нормальными людьми, а становятся уже мусорами самыми настоящими. Но первое время туда и даже идут, там родственник может кого-то отправить и так далее. Я не смог бы там работать. Федеральный третейский судья, председатель Международного третейского суда Чеченской Республики, город Грозный. Княжеский род Турлов, представитель рода Милардов, берет свои корни из древнего чеченского этноса, который 1300 лет назад христианского исчисления начал свое вассальное княжество с центром в местном Гумбет. Сегодня мы вновь учреждаем титул князя Турлова и даруем его достойному представителю рода Турловых. Князь доктор Ихван Баудинович Гириханов Турлов назначен полномочным послом Святой Руси на Северном Кавказе. Российская Федерация с целью установления дипломатических и дружеских отношений между регионами Северного Кавказа, Российской Федерации и Святой Русью. Также граф Мигель Георгос Компьетерс Т. Воланд назначил полномочным послом Святой Руси в Валонию, Королевство Бельгии и так далее, и так далее. И вот вы видите на фото человека, который будет представлять нашу сторону в Международном уголовном суде в Гааге. Сзади вы видите на фоне фашистский триколор и флаг, который нам, убив 300 тысяч наших граждан, вручили, который имитирует наш чеченский флаг. Видите этот флаг? Российский флаг 95-го региона. Вот этот великий князь Валерий Викторович Кубарев. Вот это великие князи. Вот эта грамота получается. Может, заслан был, внедрен был там. Тогда, наверное, Закаев или кто-то, кто его внедрил туда, должен нам объяснить. Мы его внедрили. Он занимался своей нашей деятельностью. А если не объясняет, я имею право задать эти вопросы. Вот указ государя императора Святой Руси. Волею Господа Бога, Вседержателя и моим повелением. Так. Святой Руси Третьего Рима, во имя мира и процветания Святой Руси Третьего Рима, во имя восстановления исторической справедливости и во имя укрепления международной дружбы, высочайшим указом назначаю князя доктора Ихвана Баудиновича Гириханова Турлова полномочным послом Святой Руси и на Северный Кавказ. Да, неплохой старт для того, чтобы потом стать полномочным послом Святой Руси и сделав, засветиться или получив пиар на этом процессе. Так что вот такие вот дела, господа чеченцы. Так. Переключимся. Я тут... Вот такие вот дела, господа хорошие. Мы уже 1,5 часа в эфире. Так, Never Ever. Конечно, есть человек, который добрался до канала Аслана точно
давно уже в инете, у него давно есть аккаунты в Фейсе и Инстаграме. Так. Аслан Тох Датсон Кирч о княжество Иш да Дуда. Дейр бук. Такс. Да, совершенно верно, чечене. Россия, у нас должна быть свобода слова, и вы, как модераторы, должны за этим следить. Но ни в коем случае не блокировать только из-за того, что кто-то недоволен. У нас свобода слова, полный, что угодно можно говорить, кроме мата и российской пропаганды. Ща догодится еще что. Так что сокичум ждать со шашкита, я сдаешь в комментариях, что али шуду. И теперь у нас стрим заканчивается, хотя я его вообще сейчас не повел не так, как хотел его вести, конечно, но все пошло наперекосяк. А теперь, как мы знаем, фашистская Россия и Путин отказались проводить расследование по факту массового убийства чеченцев во временно оккупированной Ичкерии. И в связи с этим мы знаем, что никакого суда Россия не проведет. Ни над убийцами Немцова они не провели, ни над другими массовыми преступлениями они не проводили. И после того, как Путин наградил своих коллег, в том числе агента русского патриота Абузейда Висмурадова, мы знаем, что никакого суда не будет. Да если бы он был бы неполным и необъективным. 100% попытались бы вывести из-под удара кого-либо из своих, а пешками пожертвовали бы. Поэтому мы требуем, чтобы международные институты провели независимое, объективное, беспристрастное расследование массовых убийств. Мы требуем, чтобы 14 человек осужденных, требуем, чтобы освободили всех, но именно вот в это время задержанных и осужденных 14 чеченцев, которые получили огромные сроки и находятся в местах лишения свободы, отпустили их немедленно. Мы призываем Организацию Объединенных Наций, мы призываем московский механизм, так называемый, ОБСЕ, в который входит 16 государств. Мы обращаемся к Соединенным Штатам Америки, чтобы эти факты были расследованы, чтобы вы провели независимое международное судебное разбирательство. Вот наше обращение и наше требование. По-другому быть не может. Вы, 16 государств, которые взяли на себя обязательства для того, чтобы вести контроль за соблюдением прав человека в Чеченской Республике, видите, что абсолютно наплевательски относятся к тому, чем вы занимаетесь. Поэтому только лишь международный независимый уголовный суд. Только так. Желательно в Гааге. Можно здесь в Гамбурге. Так, на этом наш стрим заканчивается. Я бы хотел вам показать очень интересный момент. Буквально это займет несколько минут, может 5 минут, 10 минут. Это завод Mercedes. Как собирают S-класс и G-класс.
Я бы хотел, чтобы мы, чеченцы, понимали, что нам нужно двигаться в сторону цивилизации, прогресса, развития. Просто посмотрите, как собираются эти машины. В некоторых больницах не бывает так чисто, как чисто на этих заводах. И на этом все. Так, я вижу здесь Торп Ол. Мог бы ответить? Да, Торп Ол, я отвечу на твой вопрос. Пиши, пожалуйста. И вместо того, чтобы говорить, ответить, или могу ли я задать вопрос сразу, задавайте свой вопрос. Если я его не увидел, повторите его и так далее. Слушай твой вопрос, Торп Ол. У тебя есть 5 минут. Вспоминаю с радостью, как один альфовец стонал: Таня, все, Таня, все. Секрет Трумпер. Аслан, будет ли Чувашия и Татарстан свободными, как и все тюркские народы? Андромед, Гушвона. Будут, секрет Трумпер, если вы будете что-то делать. Если будете что-то делать. Дима Бимант, Аслан, сил тебе, здоровья, все будет Ичкерия. Так, Торп Ал, как безоснователь, это тип в очках, кто ты написал? М6. Минуа блоки Войтнак. Не посылайте в блок людей по беспределу, господа. Это же неправильно. За что вы? Потом я не могу найти. Разблокировать. Я разблокировал. Немец атеист. Я его разблокировал. Аслан, у меня вопрос. Вы за выселение чеченского народа в 1944 году можно ли попадать в суд на Германию как юриста, тебя спрашиваю? Нет, Германия причем? Нет, Германия нас не выселяла. Да, нас обвинили в том, что мы сотрудничали с нацистами, но что было абсолютной неправдой. Так что вот так вот. Ладно, Торп Ал не дает свой вопрос. На этом я заканчиваю свой стрим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, Делмула, Цаши Куйоч. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Бюстех алёль адикёль. Вашего внимания 10 минут. Завод Мерседес в Германии. Всего самого хорошего. Адикёль маш оль.
Only pay for what you need with Liberty Music.